по итогам сегодняшнего объезда. Есть ли у вас замечания, либо корректировки? Поделитесь, пожалуйста. Естественно, мы придаем всегда большое значение развитию нашей столицы, города Якутска. И как только появляется свободное время, я всегда вместе с главой города, с нашими коллегами из правительства объезжаю, смотрю те объекты, которые сейчас у нас строятся, реконструируются, потому что понятно, что город Якутск – это лицо всей нашей республики. Я очень рад, что сегодня у нас началось строительство в Хатасах большого спортивного комплекса. В 2016 году огонь уничтожил спортзал в Хатасах. Достаточно долго мы готовили проект, согласовывали, и сейчас вот после избрания нового главы Григория Евгения Николаевича, он очень активно взялся за этот проект. Выделены средства из государственного бюджета. В этом году будет сделан нулевой цикл. Ну а в следующем году я надеюсь, что уже объект весь будет полностью построен. Свыше 2000 квадратных метров объект, стоимость свыше 200 миллионов рублей. И, конечно же, он очень важен для Хатаска, поселка, села, который очень активно развивается. Мы сейчас провели там большой ремонт по уличной дорожной сети. Сейчас будет строиться пристрой к школе Хатасах. Село развивается, растет, ну и, конечно же, оно всегда было известно своими славными спортивными традициями. И, конечно, спортзал для Хатас, он очень важен. И уверен, что красивый спорткомплекс, он будет украшением для села. Я уже сказал про уличную дорожную сеть. В этом году в городе Якутске ремонтируется, реконструируется рекордное количество дорог, почти 50 километров. Темпы в этом году гораздо выше, чем прошедшие года. Уже сейчас 70% с первого слоя по асфальту положено, 56% по второму слою. Планируется, что в установленные сроки все работы будут выполнены. Мы сегодня посмотрели, как сделаны дороги Старопокровский тракт, улицы Ивана Кульбертинова, которая соединяет как раз район ДСК и птицефабрики. Конечно, все горожане прекрасно помнят, как эти улицы выглядели всего лишь год назад, в каком они печальном состоянии были. Сейчас, конечно же, это уже небо и земля, но при этом я дал замечание, что все-таки при строительстве, реконструкции наших дорог как можно быстрее все-таки работали и по обочинам, по уборке их от строительного мусора, по выравниванию, для того, чтобы в конце концов люди могли там нормально пройти, пробежаться. Но планы там хорошие. В частности, например, по улице Ивана Кульбертина будет не только сделана пешеходная дорожка, но будет и велодорожка. В этом году вообще впервые в Якутске появятся велодорожки. Это у нас объездное шоссе будет с велодорожкой сделано, и вот улица Ивана Кульбертинова, которая соединяет ДСК и птицефабрику. В общем, это тоже очень важная, такая современная, новая струя скажем так, уличной дорожной сети города Якутска. Я рад, что такие объекты у нас начали появляться. И, конечно же, я очень рад, что у нас в городе Якутске появляются новые общественные пространства. Еще будучи главой города Якутска в 2014 году мы провели конкурс, один из первых тогда вообще в стране, на общественное пространство именно по Талому озеру. Мы называли его тогда «Стерх», как раз обустройство вокруг всей территории вокруг озера, обустройство мостов, дорожек. И за последние 2,5 года, 3 года, может даже, эта огромная работа проведена. И сегодня объект уже практически завершен. Уверен, что это место уже становится таким любимым местом отдыха горожан. Сейчас еще должна закончить работы по освещению. Вот. Конечно же, я попросил, чтобы администрация города довела до конца наш замысел. Это обустройство фонтанов на озере. Надеюсь, что в ближайшие годы это будет сделано. Ну и в целом, еще раз говорю, я рад, что в нашем городе такие большие, на самом деле, масштабные общественные пространства появляются. И, конечно же, здесь восстает вопрос именно об уходе за ними. Вот. Хорошо, что город вернулся к той идее, которая у нас была в 2017 году, когда общественные пространства города будут объединены в одну структуру. И будут уже соответствующим образом за ними уход, ремонт уже налажен. Это очень важно, потому что такие объекты, конечно же, требуют особого внимания со стороны властей города. Безусловно, одна из таких серьезных проблем города Якутска – это обустройство дворовых территорий. Мы с Евгением Николаевичем договорились, что начиная с этого года мы запускаем проект «Мой двор».
по которому каждый год по 30 дворов столицы будет реконструироваться, благоустраиваться, становиться таким местом притяжения для жителей. Очень тоже важный момент для любого жителя столицы. В этом году первые 15 дворов будут закончены, по 15 работы начнутся, но в следующем году уже 45 дворов должны будут быть благоустроены. И вот мы сейчас побывали как раз в одном из этих дворов по улице Лермонтова, где при поддержке жителей, управляющих компаний, подрядчик, компания «Сахатрострой», выигравшая конкурс на 8 дворов по городу Якутску. Вот один из них очень хорошо обустроен. Здесь, конечно, видно, что и архитектура, управление архитектурой республики, Центр компетенции по городской архитектуре тоже оказали методическую помощь. И вы знаете, ну, вот я хорошо помню эту территорию. Вот, мы много раз здесь были, много тогда здесь как раз занимались и откачкой, и отсыпкой. Но вот сейчас двор вообще полностью преобразился. Я очень рад, что каждый год в Якутске будут такие дворы появляться не по одному, по два, по три, по четыре, да, а уже будут появляться по 30 таких дворов. И, конечно же, в ближайшие 5 лет очень значительное количество дворов на территории города Якутска будет полностью преображено. Ну и, конечно же, в заключение я бы хотел попросить жителей города все-таки надо заниматься чистотой. По городу я вижу, что стало много несанкционированных маленьких свалок, много строительного мусора вдоль улиц, есть определенная неухоженность. И вот, может быть, сейчас как раз в августе месяце, в сентябре месяце надо бы и администрации города вместе с общественностью заняться все-таки уборкой города, тем более в следующем году столетие республики. И надо вот как раз на зиму хорошо убраться, чтобы в следующем году было с этой точки зрения лучше, так, столица нашей республики встречать юбилейный год для всей Якутии.